На юге России в эти дни большой конный переход. Строем всадники из Москвы, Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии идут дорогами войны. Теми же маршрутами, по которым, освобождая Кубань, передвигалась Красная Армия. Посвятили переход 70-летию Победы. Стартовал он в Мостовском районе. В отряде только лучшие кавалерийские лошади. Вместе со всеми часть пути проделала Анна Овчинникова. Этого блондина зовут Алмаз, и он дороже многих алмазов. Но все, что ему нужно – несколько килограммов овса. В этот раз у него двойная порция завтрака. Надо набраться сил, дорога будет дальней. Ну, мы кормим, значит, за 2 часа до выезда овсом. Вот. Или цельным, или плющенным. Этому жеребцу повезло еще больше. На дорожку ему дают десерт – конфету. О, как от него теперь запахло-то. Лакомство жеребец по прозвищу «Мальчик» давно заслужил. Иди сюда. Чемпион России во время международных конных игр прошагал по Франции 1300 километров. И все благодаря своей родословной. Лошадь кабардинской породы самая выносливая во всем мире. Это самая лучшая результативная порода в кавалерии времен Великой Отечественной войны. Как раз она внесла большой вклад в победу, потому что всадники Даватора, Осляковского сидели как раз вот на этих лошадях. И они первые погнали вообще-то фашистов из-под Москвы. Русские солдаты на кабардинских лошадях гнали и наполеоновскую армию. С тех пор вся Франция знает, как правильно произносится название породы. В этом переходе кабардинцы идут по асфальту, гравийке, полю, лесу, шагом, рысью и даже галопом. Лишь несколько минут на отдых, чтобы освежить лошадей, всадники идут по местам сражений. По маршруту Красной Армии во время Великой Отечественной войны. В седле казаки – русские, адыгейцы, кабардинцы, черкесы. Они часть большой российской истории и пример дружбы народов. Мы дружим и так, и так. Мы члены ассоциации по этой породе всероссийской. Но именно вот такой путь трудный, когда человеку тяжело, но труд объединяет больше, чем застолье. Всадников конного перехода в районах встречают торжественными митингами и вместе с ними вспоминают тех, кто воевал. Вы знаете, хочется, чтобы именно в сердцах нашего подрастающего поколения, ну и в принципе всех жителей нашей страны сохранить вот эту память и культурное наследие нашей Родины. Первая большая остановка участников перехода – Свято-Михайловский Афонский монастырь. Сюда наездники добираются уже в темноте. 50 километров горной дороги позади, жеребцы и всадники устали, но после небольшого перерыва они вновь отправятся в путь. Впереди 100 километров, финальная точка маршрута – гора Фишт. Там всадники водрузят знамя Победы. Анна Овчинникова, Алексей Востриков и Евгений Бородулин. Вести, Кубань.